Но сегодня я пришла в музей японских автомобилей. Режим работы, машины не ставить. Вот такой вот вход. Машины, которые снимались в кино, вот RX-8, она с родным мотором, она, или у нее уже стоит 2GZ? Не GZ. GZ уже стоит. Это же получается же как он называется? Это какой фильм? В общем, если бы эта машина была бы красного цвета, она была бы, наверное, практически полная копия этой машины, которая снималась в «Ночном дозоре». На которой ездила? Жанна Фриски. Жанна Фриски тогда, наверное, сделала все продажи этой машины, проехав по гостинице «Космос», снеся там часть фасада. А мне вот машина сзади нравится. Вот это? Да. Дьявол любит Прада. Носит Прада. Это Прадос. Настоящий путешественник. Все наклейки соответствуют посещенным местам. Вот поэтому мне она и нравится. Это чья машина? Это владелец Герман. Машина его отца. Он у него очень много путешествовал. И, собственно, машина осталась в наследство. Досталось. Отца уже нет, к сожалению. И вот мальчишка хранит память об своем отце. То есть отец его постоянно путешествовал, все наклейки, все, что наклеено А на сколько стран автомобиле. там? Честно, не считал, но там карта есть на капоте. Там можно посмотреть. Но стран очень много. То есть человек постоянно был в путешествии. Это музей японских автомобилей культовых. Находится он в городе Владивостоке. Вот я могу сама сказать, потому что я в Владивостоке нахожусь. Мы находимся в Владивостоке, музей в Владивостоке, автомобили все на Владивостокском учете. Вот. И, собственно, мы создали пространство, где показываем, рассказываем об этих автомобилях. Вот здесь представлены все эти красавицы с богатой историей. У каждого автомобиля есть своя история. Toyota Crown 78 года выпуска. И также у него стоит одногодка Honda Civic самого первого поколения. Это которая? Красненькая. Красненькая — это вот такой вот винтажный Honda Civic. Это самые первые цивики, которые выпускались компанией Honda в соперничестве с Фиатом. Так, ну я вижу, они все с номерами, то есть они все действующие, да? Они все на учете. Все автомобили на все учете, все автомобили работающие, могут да? передвигаться по городу. У каждого автомобиля есть свой владелец. И у 125-й каждого автомобиля есть регион. своя интересная история. Вообще, в целом, у нас здесь представлен, как можно заметить, сливовый ряд. У нас здесь 13-я Сильвия, 15-я Сильвия и 13-я Сильвия. Мы называем это сливовый ряд. Пятнашка он — это Витя Легая автомобиль, очень известный автомобиль в принципе в нашем городе. И Витя у нас очень известный, это дрифтер наш местный. И также он занимается привозом автомобилей, запчастей. Здесь вот рядом с мотоциклами стоит интересный Лаурель. Вот его уникальность в том, что он полностью в оригинальном состоянии, ничего не подкрашивалось, ничего не подделалось. Можно даже заметить, что вот тюль, у нас даже тюль вот эта классическая, салон, велюрчик, все в порядке. То есть мальчишке досталась эта машина также в наследство, это память от дедушки. И QR-код. видно, что у нас многие QR-код, это реклама, продажа. Да, и эти Да, технологии. сохранены всякие вот такие вот техосмотры наши отечественные. Автомобильчик реально в хорошем состоянии. А сейчас мне Виктор расскажет про мою любимую форсажную машину. Так, кто? Пол Уокер, да? Ну, есть короткометражка промежуточная, где Пол Уокер, когда дает ключи Вин Дизелю, Торетто, персонажу Торетто, он возвращается домой, он узнает, что он оказывается в розыске, и принимает решение уходить со службы и валить в другой город. Собственно, он переезжает в Майами. И когда, собственно, он уезжает из дома, у него личный автомобиль был в пользовании, это красная Mitsubishi GT-O. Собственно, на такой модели автомобиля Пол Уокер уезжал из своего родного города в бега. Единственное отличие только то, что у него была рестайловая уже морда. Фары были не слепые у него, а плоские, уже открытые. В целом модель не потерпела никаких изменений, то есть она как по кузову и по начинке она оставалась такой же. Здесь у нас представлены две такие модели. Одна красная, атмосферная, и другая черная, твин-турбовая. Оперируя некоторыми, в общем, статьями, вот, переведенными, кстати, с японского языка, могу сказать, что вот это второе поколение, да? Или это первое рестайл? Это второе
второе поколение. Второе поколение, ну нет, это первое Первое поколение рестайл. рестайл. Это уже не рогатый. Обрати внимание, вот тогда тут золотистый, это красавчик, это рогатый был. Это самый первый, да. Вот. А Номера на японском и этот регион 25-й. вот. Прикольно. И, собственно говоря, с ушками это вот рестайл. Так вот, если опираясь на ту статью на японскую, японцы писали о том, что в погоне за стритрейсерами обычные машины, скажем так, обычного класса, они не справлялись. То есть они взяли и приняли такое волевое решение одеть мигалку цветную, ну то есть люстру, на именно почему-то на СОРР, на парящего. И парящий стал самым первым охотником на тогда уже зарождавшуюся вовсю культуру там дрифта, культуру стритрейсинга в Японии. То есть такой стал охотник за стритрейсерами, за нелегальными гонщиками, да, на улицах. Причем этот эксперимент был не повсеместный, это было введено в некоторых префектурах Японии. И я так понял, что должного эффекта это все равно не разумело по одной простой причине. Просто японские механики японских мастерских, в частных, где машины дорабатывались... Японские механики в японских мастерских. Почему Да, не владивостокских? Нет, они превосходили просто обычных механиков, да, которые работали. То есть вот этот стоковый автомобиль, он все равно не мог как бы никак равняться. Да, конкурировать, равняться, да, с теми машинами, на которых ребята как бы хулиганили вот, на улицах и префектурах там, Японии. Он на стадии постройки сейчас. То есть сейчас демисезон, у меня просто времени нет заниматься, а непосредственно перед поездкой мы, как правило, посвящаем месяц его подготовки, и там делается очень много всего. То есть, ну, вот в таком даже состоянии мы в нем жили вчетвером, и собака месяц. То есть там просто раскладывал вот заднее сиденье как-то, мы да? его не складывали. То есть мы делали кровать, укладывали вещи и, в принципе, всю дорогу ехали и жили. А туалет, душ там... Ну, это все либо придорожное кафе, либо устанавливали. Ну все, Ферштейн, поняла, То окей. есть мы не стояли на одном месте. Мы проехали там 15-17 тысяч километров, и, в принципе, у нас каждый день были новые локации. То есть он сейчас по передней части точно такой же, как с завода в 83-м году, 85-м году, за исключением велюровых сидений. Это, конечно, более богатая комплектация, у меня они стояли, но именно вот такая полоска, она больше подходит для путешествий, сиденья практичнее и смотрятся эффектнее. Прикольная такая машина. Дерево обшито. Ай. В процессе она еще. Ну, мальчики же любят похасанить, понимаешь, поэтому мне нравится съесть, Нет, в этой машине, в ней вот реально, когда вот ее Илья закончит, работы с ней, ну здесь реально удобно есть. Смотри, тут столик есть, тут такая, потолок такой деревянный, прикольный. Девочка, ты